когда еще неизвестно, что это П. Знаки пошли. Кстати, следующие про знаки скажу. Да, зацикла. Искусственный интеллект передал привет. Знаете, я за вами слежу. Старший брат все видит. Так, точка бифуркации, а другой аттрактор. Как они связаны между собой? Ну, аттрактор – это вот та, казалось бы, внешняя случайность, которая ломает точку бифуркации. То есть из неопределенности сообщает ей определенное направление и вектор движения. Ну, я, поскольку политолог, у меня примеры все связаны с современностью политической реальности. Вот что такое Минские соглашения? Вот 8 лет вокруг них всякие пляски и прочее, а выхода нет. Вот Минские соглашения – это то, что было в жизни республик, Луганской, там дальше Донецкой, вот этой точкой бифуркации, где непонятно, то ли они будут присоединяться при определенных условиях к Украине, то ли они примкнут к России, то ли они останутся и будут признаны самостоятельно, то ли вообще никем не станут, нейтрализуются. Вы представляете, вот она может быть, точка бифуркации длится очень долго, но если она будет длиться долго, то наступит просто крах всей системы, и тогда она вся поломается. Но слава Богу, было принято решение признать, и процесс пошел. Причем с такой скоростью невероятной. Только все, значит, наши федеральные собрания, 2 палаты успели проголосовать, и пошла спецоперация, да. Вот с такой скоростью, но только в Крыму вот с такой скоростью все решалось. Это тоже очень характерно, когда ждали слишком долго, просто перепряг такой наступил, и вот получился такой процесс. Ну и, наконец, третья черта постнеклассической философии – это дискурсивный подход. Он доминирует, он определяет мышление, он задает основные параметры. Вот сейчас очень много говорит наррация, нарративность, а это все вытекает из дискурсивного подхода. Когда вот со студентами начинаешь, а я читаю большой курс по дискурс-анализу международных, кстати, отношениях и мягкой силе, но это тоже очень интересное понятие, но это уже не наше. Так вот, самое такое короткое определение. Ну, студентам-то надо, чтобы покороче, и все можно записать. Да? Вот это. Я говорю, это, пишите первое, это способ означивания, способ интерпретации, способ репрезентации. Но имейте в виду, что в одном и том же пространстве возможны разные способы означивания, интерпретации и репрезентации. Ну, самый наглядный пример с памятниками, которые вот наши восточные, грубо говоря, друзья сносили на протяжении многих лет. Ну, возьмем бронзовый солдат в Таллине. Вот это классический совершенно пример. Чем он раньше был для нас, россиян, для таллинцев? Что он означал? Это памятник победителю. А потом что вдруг случилось? Почему его переместили на кладбище воинское, там не знаю, как оно называется? А сменился способ интерпретации, сменился дискурс. То есть бывший доминирующий дискурс перешел в разряд маргинальных дискурсов. И вот это произошло. Также политика декоммунизации. Эти были памятники воинам-победителям, а теперь это памятники оккупантам. Вот дискурс – это очень подвижная система. И они могут существовать только в конкуренции между собой. Конкуренция – это важнейшая черта любого дискурса. Итак, вот эти 3 типа философствования, их надо глубоко знать. Надо знать оригинальные тексты, надо знать, где какой понятийный аппарат был порожден конкретным подходом, конкретным типом философии. И только тогда, вот когда ты пройдешь всю эту школу, а для этого надо именно профессиональное иметь философское образование, системное философское образование. Потому что вот эти самоучки, философы, вот наш институт регулярно каждый год, как весна, бомбардирует вот эти самоучками со своими концепциями переустройства Вселенной. У них задача вот такая, надо Вселенную переустроить. Из нас Академия наук требует
пожалуйста, напишите отзыв. Ну, пожалуйста, чтобы он не был очень резкий, так мяконько-мяконько. Ну, это какой-то бич, товарищи. То есть тебя отвлекают от твоей непосредственной миссии заниматься новейшими разработками. И тут вот откуда ни возьмись сваливается сверху. Да вот я потом уже своему супругу Василию Матвеевичу говорю: слушай, я уже не могу питься. Напиши, пожалуйста. Вот, хотя вот тоже такой, может его занести. Ну, он 2 письма написал от моего имени в Академию наук против проглотили. Так что, коллеги, когда вопрос ставится о том, чем отличается реальный философский текст от искусственного, надо обратиться к знаниям, опыту, корням. Причем это должны быть знания глубокие, опыт должен быть многолетний. И вот мне кажется, это главное, что я хотела сказать по поводу отличительных черт. А так, мы же знаем, что за каждым искусственным интеллектом стоит программист, и вот кто контролирует программиста, тот контролирует и всю информационную систему. Спасибо большое. Коллеги, если у вас уже появляются вопросы к Ольге Фрейдовне от того, кто программирует программистов, до как переустроить Вселенную, то вы, пожалуйста, запоминайте, потому что по нашему формату сначала у нас выскажутся все спикеры, а я рад предоставить слово следующему нашему спикеру, Чусову Анатолию Витальевичу. Микрофон. Да, по возможности микрофон держите чуть ближе, чтобы наши онлайн-участники нас хорошо слышали. Я постараюсь. Ну что ж, здравствуйте все. Я сначала хотел так вот сразу заметить про то, что я вот в философии вот учился на кафедре Диамата, но еще студентом мне мой научный руководитель Милюхин Серафим Тимофеевич, да, член-корреспондент Академии наук Советской, вот он на меня скидывал ответы, значит, изобретателям новых законов диалектики. Ну и действительно, это вот, как правило, почему-то, как правило, больше весной, осенью, вот осеннее обострение, знаете, бывает, но вот осенью как-то было меньше. Да. Ну, это так, то есть люди, которые философствуют, ну, это вот неистребимо. Да, стремление к философии, к философствованию, оно непонятно почему и как пробуждается в людях, да, причем это вот всегда связано с осенним или весенним обострением. Да. Вот, и в этом хотелось бы разобраться. Значит, я сейчас сначала скажу несколько про основание моего подхода к философии и философствованию. И начну, пожалуй, с того, что вот философию пытаются представить как науку. Но мы знакомы со многими философскими концепциями, которые не просто противостоят науке, да, вот явно, активно и так далее, но и их крайне трудно отнести к какой-то науке, например, Розанов. Да? Конечно, есть литературоведение, да, но к литературоведению Розанова никак не пришпилишь. Да? Вот, Ницше тот же самый, да, «Веселая наука». То есть вот философия, ее можно пытаться онаучить и сказать, что вот действительно философия – это научная философия. И у нас была такая идеология в Советском Союзе, не только в Советском Союзе, да, но вот это не охватывает всего многообразия философствований, философских представлений и, соответственно, такое определение философии, но через науку, оно будет, на мой взгляд, только частичным.
да. То есть, ну, некорректным по сути. И вот здесь я хочу до некоторой степени, так сказать, представить альтернативу тому, что Ольга Фредовна представила, что вот начинать, как мы все знаем, надо с определений. А знаете, вот это черта именно сциентизирующей философии. А вот все привыкли к тому, что наука начинается с определений. Да? Но, понимаете, это представление о науке как о некоторой такой формальной, ну, связанной, обоснованной системе знаний. Но ни одна наука не является такой формальной, связанной, обоснованной системой знаний. Наука развивается от донаучных, протонаучных, преднаучных, начальных научных стадий до развитых степеней. Развитые степени забывают про свою историю, пытаются, это называется презентизм, вообще такой подход, да, исторический, что вот то, что есть сейчас, это вот как бы суть, да, вот и все раньше было только для того, чтобы вот эта суть сейчас проявилась, утвердилась и навеки осталась вот такой существующей, да. Ну, это я вот насчет навеки осталось несколько погорячился, да, но тем не менее вот претензии на некую абсолютность имеющейся или предполагаемой нами стадии развития науки здесь, как вы понимаете, присутствует. Ну, у многих присутствует. Да? Вот. И как я отношусь к философии? Я полагаю, что философия – это сфера деятельности, а в основном эта деятельность состоит в поиске, установлении и исследовании предельных оснований. При этом первоначальные формы философии, они пытались найти предельные основания, ну, как бы в мире в целом, да? Но сейчас мы видим, что вот есть множество региональных философий, да? Ну, и философия искусства, да, вот это не о мире вообще говоря, хотя можно пытаться ее представить как философию о мире в целом, да? И, ну, и такие представления мы тоже как бы видели и знаем. Значит, ну, философия спорта, да, вот очень интересный раздел философии современной, непредставимый ранее, да. Ну и какие еще, ну, в качестве такого вот на грани приличия, лично я вот видел книгу, которая называлась «Философия Попы». Ну, издан на русском языке, вот, по-моему, это перевод. Нет, «Философия Попы». «Философия Попы». Значит, вот, да, ну, я, знаете, вот как собрался ее посмотреть, но так не собрался, кто-то с кафедры увел. Да. Вот, ну, в общем, вот есть, да, понимаете ли. Значит, следующий базовый факт, который я тоже принимаю, то, что любая философия, в общем-то, и в этом она с наукой очень тесно связана, всегда производится в перспективе мира. То есть модели, что научные, что философские, всегда рассчитаны на мировую перспективу. Мир – это отдельная философская проблема, как вы знаете. Мы опять не будем ее обсуждать. Я вкратце скажу, что с моей точки зрения мир – это воспроизводящееся взаимодействие объектов. Такое, ну, почти феноменологическое определение, да, но у него есть и теоретические разного рода основания, я не буду касаться исторических и так далее. И я подхожу к философским проблемам на основе онтологической точки зрения. Ну, я на кафедре Диамата был, сейчас я на кафедре философии, методологии и науки работаю. Ну, практически с момента ее образования в составе философского факультета, там 91 год, 91-92. И современная наука нуждается в онтологии. Был период
когда от метафизики пытались освободиться, онтологию можно понимать классически, можно понимать не классически. А современно, ну, чем отличаются вкратце? А классическая онтология – это онтология, так или иначе связанная с средневековьем, с формальной логикой там, и так далее. То есть онтология мира, который создан извне кем-то, да, полностью внутри определен. Все типы сущих полностью определены, да, вот, заданы. Мир фиксирован. Да? Это классика. Здесь проблема естественная, как описать движение, изменения, развитие и прочее. Да? И, в общем-то, изначально-то философство не начиналось как раз с попытки осознать вот эту существенную дилемму. Мир меняется, да, и тем самым он не тот же. Или мир не меняется, он тот же. Да? Вот и если принимать позицию тождества, то мы скатываемся на, ну, там две позиции. Одна онтология тождества бытия, это классика европейская, другая онтология тождества небытия, это буддизм в чистом виде. Да? Но вот на основе этого тождества подходит к изменениям в мире и прочее. Ну, в общем, я не буду далее развивать эту интереснейшую, глубоко меня волнующую тему. Значит, я скажу, что с неклассической точки зрения акт порождения мировых сущих не обязательно рассматривать извне мира. Можно рассматривать мировые сущие как активные и актуально сущие в мире, и тогда у нас появляется некоторое собственное основание. Вот здесь, кстати, ну, так это вот, минуточку. Я 10 минут проговорил, да. Мне такое напоминание, что надо заканчивать, потому что я могу это развертывать долго. Вот сущие в мире актуальны, активны. Мир базируется на воспроизводящихся активных взаимодействиях. При этом вот философствование, если рассматривать его в таком аспекте, то оно имеет множество действительных условий и предпосылок. И, соответственно, вопрос о искусственном интеллекте и может ли он написать философский текст, он, в принципе, должен, вот если так вот серьезно философски к нему подходить, рассматриваться на уровне выявления вот этих условий предпосылок. При этом, опять-таки, вот есть просвещенческий предрассудок, что вот все предпосылки можно выявить, от них отбросить и с нуля, начинать с голого места. Но вот действительное отношение к этому просвещенческому предрассудку, на мой взгляд, таково. Если эти предпосылки, неявные наши предрассудки, работали, то в них было нечто действительное. Их необходимо критически анализировать, выяснять границы их действительности, да, и использовать там, где они действуют. И, соответственно, отличать это от тех случаев, когда вот они не действуют. Здесь я, пожалуй, сошлюсь на Уайтхеда. У нас, к сожалению, полностью не переведен процесс реальности. Да? Но то, что переведено, там тоже вот есть значительные части. Вот первая глава первой части процесса реальности переведена вот, про, ну, собственно, про историю философии, про предпосылки. И Уайтхед говорит, что каждый новый крупный философ, он, собственно, вкладывал в философию заключался в том, что он предлагал новую альтернативу. Альтернатива, которая либо вообще не рассматривалась предшествующим философами, либо отбрасывалась как недействительная, ну и так далее. На мой взгляд, очень полезная точка зрения, ну, дает основание для действительного анализа значимости философских систем, структур и так далее. Ну и в этой связи, соответственно, я опять возвращусь
к проблеме определений. Да? Вот, когда говорят, что надо ввести определение, это такой логико-математический подход. Да? То есть мы введем определение, зададим аксиоматику, дальше будем выводить. Да? Вот идеал. Но вот Рассел, хоть и был таким вот очень логицистом, позитивистом и прочее, да, но он сказал так: в математике спорят об определениях, остальное выводят. Да. Определение – это не то, что мы можем ввести без споров. Ну, немного по-другому современные математики выражаются. А когда вы вводите определение, у него должна быть мотивация, предметная мотивация, чтобы ввести вот именно такое определение. Да. То есть ввести определение можно только при анализе, достаточном анализе действий в предметной области. А вот здесь наш подход к искусственному интеллекту, философским текстам и так далее, он, ну, действительно, вот новая область предметная, да, люди создают нечто, нечто как-то называют, как-то дискурс создают. Нельзя сказать, чтобы дискурс о научном интеллекте был, об искусственном интеллекте был единым и однозначно единственным там и так далее. Да? Вот. То есть это активно становящаяся предметная область. Вот. Философы здесь могут понадобиться для того, чтобы анализировать вот те самые предпосылки и условия вот этого дискурса, в частности, но не только дискурса, потому что, в общем-то, дискурс дискурсом, но словами мы в нашей действительности не ограничиваемся. Да? Вот эти созданные искусственные системы действуют. Да? Вот они входят в взаимодействие мира, понять как и так далее. Вот это дело, ну, с одной стороны, практиков, техников, технологов, да? С другой стороны, дело вот ученых и философов. И здесь вот я, во-первых, скажу, что еще очень недостаточно разработана философская проблематика повседневности. Повседневность – это то, откуда мы появились, да? Откуда мы развились, куда мы постоянно возвращаемся из тех предметных областей, в которых профессионально пребываем, действуем и так далее. Да? Ну, иначе не бывает. Да? Вот. И повседневность меняется, мы меняемся. Социокультурные разные условия, предпосылки, которые тоже не остаются неизменными, тоже меняются. То есть вот я хочу сказать, что вот эти проблемы искусственного интеллекта и философского текста, они ну, тоже должны рассматриваться на разных уровнях. Не только на уровне высоколобового, да, вот такого теоретизирования, но и на уровне феноменов. Феномены надо спасать, как говорят в философии науки. Да? Вот. Какие здесь я вижу проблемы? Ну, самый нижний онтологический уровень. Да, вот, как существует субъект, что это такое? Да? Ну, об этом уже отчасти вот, говорилось. Да? Другой тип сущих. Да? Представления и тексты. Как они существуют и что это такое? Да? Ну, Ольга Фредовна отчасти вот эту проблему как бы осветила и задала. Ну, вот я здесь, но я думаю, что здесь еще есть много такого, где вот следует разбираться и прочее. Да. Второй слой проблематики. Текст. Да. Как существует текст? Что такое понимание, смысл и содержание текста? Причем вот здесь я, когда говорю про онтологию, я онтологию определяю не классически, а как система предположений о типах существования и несуществования. Ну, простой пример, когда у вас есть задание некоторого множества математическое, там вот
x, принадлежащее там чему-то, такое, что там выполняется некий предикат. Да? Вот. Так вот, здесь в чистом виде задаются типы существования и несуществования, потому что предикат может быть задан негативно, отрицательно, не принадлежит. Да? Тоже. Ну, это вот как бы такая феноменология математики, да? Вот, ну, феноменология онтологии математики. Зависимость восприятия текста от понимания. Да? Вот, всякий ли, читая философский текст, понимает, что это философский текст. Да? То есть, опять-таки, некоторая социокультурная обусловленность вот этого дела. То есть кто будет определять, что философский текст написан с искусственным интеллектом? Да? Проблемы экспертов там, ну, и так далее, много другое. И здесь, естественно, нам нужны Хайдеггер, Derrida, герменевтика, ну, дискурс-анализ, да, вот, ну и так далее. Но все это, по сути, не классические онтологии. На основе классических онтологий, на мой взгляд, принципиально невозможно корректно решать проблемы искусственного интеллекта и философских текстов. Ну и поверхностный уровень проблематики, да, вот, ну, тот, который, собственно, мне представляется обсуждаемым сейчас. Да? Может ли искусственный интеллект быть субъектом или стать субъектом? Да? Предполагая, что ну, отнесение философии – это отнесение к некому субъекту. Да? Ну, вот я сказал, что философия, по-моему, это поиск установления исследовательных оснований. Да? Вот как мог бы искусственный интеллект, да, добраться до того, что вот нечто является предельным основанием чего-то? Не знаю. Может и может, но вот не знаю. Да? Пишут ли люди именно философские тексты? Вот студенты пишут тексты, да, по философии. Вот они как философские, да, а тем более, если они их пишут путем копипаста, да. Вот. Ну, здесь проблема о том, что такое текст, проблема целостности текста, например, да, ну, связности там и так далее. Ну, актуальная проблема смысла, потому что, на мой взгляд, смысл в тексте не существует. Смысл существует только в интерпретации текста. И каждое новое прочтение текста – это новая интерпретация, новый смысл. Ну, это прекрасно иллюстрируется тем, что когда мы одно и то же читаем несколько раз, но, правда, вот не все, вот некоторые люди, вот они как бы убеждены, что вот они читают несколько раз одно и то же и понимают это вот одинаково. Но вот здесь внешний анализ показывает, что это не так. Да. Вот. Ну и, соответственно, может ли искусственный интеллект писать тексты, да? Вот писать текст. Здравствуй, Derrida. Вот, сочленять некоторые единицы, да, и писать текст, на мой взгляд, это очень разные действия. Смыслы, да, вот смысл сочетания. Мы пишем текст, мы сомневаемся в том, ну, опять, как правило, да, вот мне кажется, что философы, как правило, сомневаются в том, что они пишут. Да. Хотя, наверное, могут быть и другие философы. Ну вот, ну, в общем, вот этот вот слой вопросов, которые, я бы сказал, более поверхностный по сравнению с тем, что вот я раньше озвучивал, мне представляется, ну, тот, каким можно было бы вот сейчас проговаривать и обсуждать. Спасибо большое. Тут сделаю отсылку к началу вашего высказывания. Скажу, что в Ижевске еще зима, но в Ижевске любят философию круглый год, поэтому, я думаю, у наших коллег, как и у меня, уже масса вопросов. Но сначала я хочу передать слово нашему третьему спикеру, Майлену и Фариде Каблахаковне.
Пожалуйста, Ольга Фредовна, передайте микрофон. Микрофон. Да, Так, слышно? Нормально, да? Добрый день, дорогие коллеги. Рада еще раз вас всех приветствовать. И я так понимаю, присутствующий здесь везде искусственный интеллект, тебе тоже привет. Вот. И я начну, скорее всего, мое выступление будет похоже, наверное, больше на дополнение. на всякий случай, Ближе. что-то микрофон немножко фонит. Так, видимо, не надо так по-небратски шутить про искусственный интеллект. А вот не надо про этику вот так вот. Я понимаю, что ваша кафедра самая главная в МГУ, но тем не менее. Вот. И, собственно, то, что я думала, надо сказать, конечно же, мои коллеги прекрасно раскрыли именно о дефинициях, об определениях. Конечно, я туда уже дальше не буду ходить. Постараюсь дополнить по мере моих сил. Собственно, может ли, да, искусственный интеллект быть автором философских текстов? Вот же наша тема. Ну, честно говоря, я думаю, что, возможно, может. Но в данный момент мы все-таки не говорим про так называемый сильный интеллект, мы говорим, ну, собственно, вчера вот у нас были доклады на секции, там тоже ребята раскрывали достаточно подробно, что такое слабый интеллект, искусственный интеллект, что такое сильный искусственный интеллект. И так называемый слабый искусственный интеллект – это тот, который слабый, это все в кавычках, разумеется, это тот прикладной, которым мы имеем все дело, тот искусственный интеллект, который нас практически всегда окружает, и который еще мы пока полностью программируем, хотя, возможно, это тоже уже иллюзия, насколько полностью. Но про сильный искусственный интеллект специалисты говорят достаточно давно, и, возможно, это будет тот, который сумеет и самообучаться, и сам себя программировать. И далее возникает интересный вопрос. И будет ли у такого интеллекта сознание? Потому что это, наверное, один из главных вопросов, которым задаются как философы, обычные люди, так и есть еще интересный слой талантливых людей, а именно научной фантастики, авторы научной фантастики. И если мы обратимся в эту область, то мы увидим очень много интересных идей на эту тему, как оно может быть и как оно, возможно, будет в будущем. Потому что очень многие идеи, которые, например, мы с вами читали в произведениях научной фантастики 20 века, очень многое сбывается. Как хорошие, так и, к сожалению, не самые хорошие идеи. Вот, например, перечитывать Стругацких сегодня – это прямо каждый день актуально. Тут уж, я думаю, никто со мной не поспорит. Итак, ну хорошо. Анатолий, мы с вами поспорим потом. Я все-таки закончу, что я хочу сказать. И по поводу, что касается вот этого возможного суперинтеллекта, который, скорее всего, все-таки будет. Вот я полагаю, что он все-таки сможет писать философские тексты, и их будет сложно отличить от настоящих. Во-первых, уже есть определенный опыт, когда интеллект писал художественные тексты, там, поэзию или там еще какие-то там прозу. И большей частью эксперты, ну, отобранные эксперты, я не знаю, были ли эти эксперты именно учеными, филологами и так далее, скорее всего нет, но тем не менее. Эксперты – это же, вот как Анатолий Чусов правильно сказал, это вопрос, кто эксперт, да, кто оценивает, насколько этот текст научный, насколько этот текст философский или насколько этот текст художественный, кто оценивает. Вот. И вопрос экспертов, он стоит достаточно такой вот остро. Мы все с вами являемся, с одной стороны, оценивающими, да, если, допустим, к нам приходят тексты там, студентов, или вот мне приходят иногда тексты, когда я работаю со сборниками авторов, иногда волосы дыбом, да, люди пишут такое, думая, что это философия. Да, потому как философия в представлении обывателя
Это нечто мутное, сложное, непонятное. Вот, надо сказать так, чтобы никто не понял, и тогда ты философ. Вот у меня такое создалось впечатление о том, что такое философия. Любой русский человек, выпив много алкоголя, начинает философствовать. Вот, и он это так и называет. Не знаю, я думаю, все с этим сталкивались. И есть ли в этом истина, я не знаю. Ну, они ищут эту истину. Видимо, есть вот этот вот, либо это сезонное обострение, но чаще всего сезонное только обострение. У нас это круглый год поиск истины происходит. Видимо, это какая-то глубинная потребность в поиске истины, присущая, может быть, не только русскому человеку, но я больше наблюдаю вот именно соотечественников. Да, это вот прямо очень много. Более того, если где-нибудь в дороге признаться, что ты философ, то все пропало же. Человек расскажет все, он никогда не остановится. Вот, он будет считать, что ты ровно тот, кто должен услышать все, что он думает о жизни, и будет уверен, что это философия. Он, наконец, нашел хорошие уши. Вот, это к теме эксперта. В то же время мы сами же тоже являемся довольно-таки часто оцениваемыми. Наши тексты, да, вот хорошо, тексты студентов – это одно. Мы сами пишем тексты, иногда мы хотим этого, иногда мы вынуждены, и обязательно их кто-то оценивает. Их оценивают коллеги, их оценивают читатели журналов. Опять же, это кто, да, кто эти люди, кто оценивает наши тексты. Когда мы пишем заявки, оценивают невидимые эксперты. Мы все знаем, что это наша боль, да, но они оценивают, и они решают, это научно, не научно, философия, не философия, и вообще, насколько это все соответствует заданной теме. Там, ну, все знают, все проходили через эти этапы. И получается, допустим, искусственный интеллект написал текст. Кто? Кто будет его оценивать? По каким критериям его будут оценивать? Если мы будем его оценивать исключительно по каким-то внутренним критериям, вот как каждый, да, вот оценивает, потому что вот те невидимые эксперты, которые работают в РФФИ или в как там, РФН, да, у нас называется РНФ, да, вот у меня создается впечатление, что они по какому-то вот своему интуитивному ощущению оценивают, потому что бывает настолько разные оценки, думаешь, это вообще об одной и той же работе или нет. То есть это вот очень все субъективно, точно так же, как с поэзией получается. То есть философию оценивают также по каким-то именно чувствам, именно ощущениям. И вот опять же, как я соглашусь, вот в отличие от чувства, я с ним всегда почти соглашаюсь. Вот, вот он как раз говорил, что смысл именно в интерпретации. Вот, потому как вот это вот восприятие и оценка текста, и его глубина, и его содержание, с одной стороны, это да, это заложено в самом тексте, но есть оно или нет, узнается именно на другом этапе восприятия, именно на этапе того, кто воспринимает. И в таком случае, возможно, опять же, я полагаю, что возможно, достаточно сильный искусственный интеллект сможет породить такой текст, который будет читать человек, у которого уже есть определенная база для восприятия таких текстов и определенная база размышлений, и какие-то, может быть, фразы, какие-то идеи так западут ему в душу, что он подумает, ага, это оно, это то, о чем я думал. То есть потому как мы не знаем, мы до конца не знаем, хотя нейронауки, конечно, пытаются, ищут вопросы, как мы все-таки воспринимаем и где именно происходит этот момент понимания, но оно какое-то вот такое точечное. Вот с этого момента человек начинает думать, ага, это мое, это здесь, я здесь что-то нашел. И не исключено, что такой текст тоже будет иметь ну, какой-то вот смысл и, возможно, нести там идею, может быть, даже какую-то хорошую идею, ну, смотря как это будет написано, конечно. Поэтому вот это как бы вот мое мнение. Ну и, собственно говоря, последнее, что я, наверное, хочу сказать на тему того, что как в принципе работает философский текст, это вообще отдельная песня. Когда я изучала эриксоновский гипноз, нас всех порадовали такой мыслью, что те правила, которыми мы пользуемся, когда наводим на
клиента, скажем так, клиента вот это вот состояние транса, этими же правилами, правда, может быть, не всегда сознательно, пользуются наши лекторы по философии. Почему? Да, почему человек впадает в транс, когда с ним работает гипнолог? Потому что гипнолог применяет предельно общие понятия. А когда наш мозг воспринимает предельно общие понятия, мозг у нас достаточно конкретный, он заточен на то, чтобы воспринимать конкретные. Он начинает эти общие понятия конкретизировать, и у него включается достаточно сильная работа. И вот пока он конкретизирует это понятие, а философ же он какой, да, вот он как вот они сидят, да, он же еще накидает, и еще и сверху, и потом мозг простого человека перегружается так, что в какой-то момент человек прекращает воспринимать окружающий мир, он полностью погружен вот в этот мир понятий, он уже в измененном состоянии сознания, и да, вот, собственно говоря, он может сказать: о, это философия, да, вот как оно. Вот. И, собственно говоря, вот я думаю, что, опять же, конечно же, искусственный интеллект может накидать, он может научиться этому. Это не так сложно, даже если просто взять и сделать это вот, анализировать большие данные, да, выбрать наиболее, там, я не знаю, глубокие, интересные философские тексты и оттуда изъять вот эту глубинную структуру, как эти тексты сделаны. Я думаю, это тоже можно при достаточно сильном таком программировании. И тогда мы с вами можем, как говорится, попасть в тот искусственный мир, который будет порожден уже искусственным интеллектом. Ну вот, собственно говоря, пока все. Спасибо. Спасибо большое нашим спикерам. Коллеги, делаю отсылку к высказыванию Фариды Галбахаковны. Если кто-то из вас случайно впал в транс, то я призываю вас возвращаться. Я до нашей встречи, готовясь, обсуждал тему с коллегами и решил выступить в роли такого небольшого агрегатора этих вопросов и задать достаточно конкретно несколько вопросов. Я буду, погодите секунду, наверное, нам стоит мой микрофон поменять. Да. Ну, видимо, у нас там, да, искусственный интеллект нам батарейки в микрофоне подсадил. Но я думаю, мы справимся и с двумя. В общем, я хотел бы адресовать несколько вопросов. Я буду адресовать их конкретным спикерам, но это лишь формальности. И если, коллеги, есть желание ответить, у спикеров появляется, то прошу вас не стесняться отвечать на эти вопросы, как только у вас появится желание. Но первый вопрос я бы хотел адресовать к Ольге Фредовне. Касаясь вот ваших слов, вы в своем разговоре упомянули кейс с Рафаэлем Миллера, который выложил в Твиттер текст, написанный искусственным интеллектом, и что вызвало много споров о том, ну, реальный ли это искусственный интеллект, насколько он неотличим. Я в этом контексте хотел бы привести еще один кейс на эту тему. Несколько месяцев назад я участвовал в вебинаре крупного издательства «Шпиглер», который работает с научными журналами. И они, Шпрингер, прошу прощения, за второй день немножко заговариваюсь, Шпрингер, они делали вебинар, посвященный хищническим журналам. То есть я поясню немножко. То есть такие фейковые журналы, которые полностью пытаются имитировать то, что они официальные академические полноценные журналы, которые принимают статьи с рецензией, в общем, с полной научной объективностью. При этом они пытаются обмануть людей, которые заинтересованы в опубликовании своих научных результатов, и добились больших успехов на этом поприще. И одним из технологий, которым они добиваются этих успехов, это делать фейковый архив своих журналов. И в основном самые такие наилучшие обманки получаются с помощью искусственного интеллекта.
То есть, условно говоря, мошенники скармливают большой пул текстов. Это касается не только философии, а разных разделов наук. И делают там архив за 10 лет. И очень многие люди, которые из научной среды, даже профессионалы, случайно иногда попадаются на эти уловки, на эти фейки. И в этом смысле вы говорили в своей речи о том, что уровень как бы погруженности в тематику, некоторая возможность получить полноценное философское образование является залогом того, что человек может отличить текст, написанный искусственным интеллектом, либо человеком на научные или философские темы. Но как будто этот пример говорит о том, что технологии шагнули вперед. И как вы думаете, как это может повлиять на вот... Задаю вам этот вопрос во многом как главному редактору научного журнала. Может ли это как-то привести к каким-то изменениям вот в сфере научных журналов, в работе с текстом в академической среде и с институтами, которые с этим работают, ну, в частности, вот научные журналы? Как меня слышно? Ну, действительно, искусственный интеллект шагнул вперед. Есть система антиплагиат, которую всегда мы используем, когда к нам приходит оригинальная статья, мы проверяем через эту систему. В конце концов, есть такая известная экспертная группа, как Диссернет. Они все время вот со мной в переписке, приглашают на всякие свои встречи, и там объединены реально грамотные эксперты. Вот в частности, они каждый журнал, в том числе наш, подвергают собственной экспертизе и обнаружили, что среди, вот у нас это было 5 лет тому назад, 2 статьи, они там где-то 60% ну, не оригинальные, и одного члена редколлегии сказали, что вот участник, как это, не знаю, цветных, да, у них там все такая, цветных защит. Она была одним из оппонентов, да. Ну, в общем, там цветные как-то они их отмечают определенным цветом. То есть действительно, ну, они как раз автоматизированными руководствуются системами. Дальше у меня идут защиты, и вот скажем, Василенко, вот она, к сожалению, ушла из жизни, она сказала, да, я, конечно, доверяю вашему университету, вашей системе антиплагиат, но вот давайте еще мы проверим эту диссертацию на нашу систему, в МГУ, которая. И надо к чести сказать моего диссертанта, говорит, ну, слушайте, 96% все замечательная работа. Поэтому вот такие системы есть, они все время совершенствуются, и без них сегодня мы не можем даже, в общем-то, выпускать наши журналы без таких проверок. Но тем не менее, те эксперты, которые реально имеют хорошее, глубокое философское образование, они, даже вот по набору цитат, по построению фраз, ну, даже интуитивно чувствуя, что здесь что-то не то. И вот тогда мы посылаем вот на эти системы. Так что все идет параллельно. Я не думаю, что надо делать акцент только на философском образовании или только на вот этих автоматизированных системах. Спасибо большое. Ну, если коллеги по этому поводу мнения свои не высказывают, тогда я задам еще следующий вопрос. Конечно, Анатолий Витальевич. Знаете, по поводу искусственного интеллекта, который оценивает заимствование. Да? У нас проводится значит, проверка дипломных работ, ну, сейчас выпускная работа, да, а не дипломная, подряд сплошняком, да. Вот, и из этого, какого, антиплагиата, да, приходят, значит, оценки, там, допустим, 60-70% заимствований. Да. И мы начинаем разбираться, да, и выяснять, что они некорректно
фиксируют цитирование. Нет, цитирование, да? То есть они цитирование, вот, которое корректно проведено в тексте, да, со всеми кавычками там и так далее, значит, не отмечают как цитирование. Да? В некоторых диссертациях, и выпускных это вот вполне важно, там в историко-философских, там, допустим, да? То есть мы никогда не принимаем решения на основе голого заключения вот искусственного интеллекта, а мы всегда собираем комиссию, которая проверяет вот эти заимствования, да, значит, мы просто прилагаем справку, что вот оценили вот так-то, да, но вот на самом деле там практически все большие заимствования являются корректным цитированием. Вот, то есть вот здесь, это вопрос, вот насколько текст философа собственный. Да? То есть вот привести чье-то мнение – это одно, а вот прокомментировать, оценить и так далее – это совсем другое. Да? И здесь надо сказать, что культура чтения текстов, их комментирования и так далее на самом деле тоже не слишком высока. А современные студенты, они не умеют читать. Да? Это все знают. Анализировать не умеют. Да? Ну ладно, в общем, это наша боль, беда и прочее. Вот. Да, ну ладно, я, пожалуй, Да. С болью ко мне на конференцию о боли, пожалуйста. Анатолий, я тебя приглашаю. Это не совсем шутка, я действительно буду организовывать конференцию по боли. Достаточно, наверное, скоро, вот сказали, до лета надо ее успеть сделать. Так, это не о том, я о другом. По поводу этого самого машинного антиплагиата. Там же есть еще один момент, который тоже наша боль, так называемый автоплагиат. То есть человек, да, и это вот получается, но тут уже, мне кажется, вопрос даже уже не сколько профессиональный, сколько, возможно, даже этический. Насколько вообще надо жучить автора за то, что он собственные мысли повторил. Да, вот он написал там большую книгу. Почему он не может как бы начать с того, что он где-то писал, там сказал, да, это же его родные мысли, он их развивает, он же не только вот повторяет их, да, у него он может на них ссылаться, более того, наши мысли, наши идеи, они в нас так врастают, что вот мы сидим, пишем, да, мы вот раз написали целый текст, а потом может оказаться, что часть из них где-то уже была, потому что мы все еще живем этой идеей, мы все еще как бы вот в этом содержании варимся. Потом, да, через там сколько-то лет мы начнем думать какие-то новые вещи, и это отойдет. То есть мне кажется, вот этот момент, он такой очень тонкий, потому что машина, она просто вот, как говорится, вот чисто видит текст и там красным или каким там отмечает, да, ага, вот оно, вот оно, вот оно. Начинаешь смотреть, так это же в моей статье, и это в моей статье. Вот я попадала в такую ситуацию, ну, и, разумеется, каждый сам себя еще проверяет перед тем, как отправить. И вот сидишь, ломаешь мозг, как сделать так, чтобы, собственно, текст был не похож на плагиат меня же. Вот это вот такая история. Это вопрос. Я не знаю, кому вопрос, естественно, потому что я не знаю, кому его адресовать. Спасибо. Да, спасибо. Я бы, да, хотел в контексте сказанного добавить, что как раз вот на том же вебинаре отмечалось, что как раз методы технологии искусственного интеллекта позволяют довольно эффективно обходить эти системы антиплагиата. То есть они работают более эффективно, и в этом смысле получается, подводя небольшой итог к первому вопросу, что искусственному интеллекту еще и попроще написать научный или философский текст, чем человеку, по крайней мере, в контексте вопроса антиплагиата. Но я вот эту тему как бы развиваю, хотел бы следующий вопрос обратить к Фариде Габлыхаковне. Вы в своем разговоре, когда мы обсуждали подготовку к этой встрече, говорили о том, что глубина и подлинность текста рождаются в немалой степени не на уровне пишущего, а на уровне и зависят от
читателя этого текста. И вот такой вопрос. Вот в эпоху массового письма, а во многом научное и философское письмо тоже сегодня у нас становится массовым, не преображается ли, исходя из этого принципа, сам писатель, что он в расчете на то, чтобы на уровне читателя вызвать максимальный ответ, максимальную, чтобы вот рождалась эта глубина на уровне читателя, писать текст таким образом, чтобы, ну, говоря языком соцсетей, вызвать максимальный хайп. Или, ну, писать так, как, ну, мы знаем такой мем, как британские ученые. То есть так, чтобы это реально у читателя вызывало максимальный эмоциональный отзыв. И в этом смысле, когда мы говорим о вопросах массовости, о обработке большого числа данных и попытке навести связь между чем-то одним на входе и большим на отклике, то эти задачи как раз отлично решаются технологиями искусственного интеллекта. И в ту же тему не оказывается ли, что когда у нас в нашу эпоху массового письма мы говорим о том, что все зависит от читателя, то опять же искусственный интеллект может быть еще и более эффективный, чем живой человек, когда отгадывает запросы большого числа читателей. Ну, попробую сказать, почему вообще я такое заявила, да, но надо отвечать за свои слова. И, собственно говоря, да, я продолжаю так считать, что действительно зависит от читателя. Не все, конечно, тут я немножечко подредактирую. То есть, конечно же, текст должен быть интересным и должно совпасть вот именно этот текст, как говорят иногда, да, текст нашел своего читателя. Там, я не знаю, это обычно про художественную литературу так говорят, да, что там роман нашел своего читателя там, или еще что-то. Но мы же все-таки считаем, продолжаем считать, что философия – это все-таки наука. И мне кажется, мало кто из присутствующих пока еще думал на тему, хотим ли мы, чтобы наши книги, ну, прямо вот продавались как бестселлеры, и думаем ли мы в эту сторону вообще? Мы как бы не, мне кажется, это пока даже не входит в наш профессиональный интерес. И пока что этого от нас не требуют. Вот. Нас, конечно, уже оцифровали. Мы, например, отчитываемся у нас в Академии наук. Наши отчеты состоят из цифр, у кого сколько баллов и за что. То есть если раньше это был километры текста, мы километры текста тоже пишем, а потом эти километры текста каким-то образом превращают в циферки, и мы теперь вот, каждый из нас представлен определенной циферкой в конце года. Возможно, в эту циферку когда-нибудь внесут и вот это, да, вот насколько читаем мы наши тексты. Хотя вот эта вот штука, которая называется цитированием, это, наверное, немножко об этом в какой-то мере, но это все равно где-то внутри профессионального сообщества. Было бы странно ожидать, что, допустим, кто-то, кто вообще к философии относится исключительно вот после того, как выпьет водки, да, начал бы читать наши тексты, их цитировать где-то, опять же, в хороших там скопусовских журналах, там, ну, маловероятно. Поэтому это все равно внутри, нашей, ну, я не знаю, башни, да, такой вот условной. Мы все-таки в какой-то мере ну, живем в своем таком, ну, достаточно, наверное, комфортном пока еще мире, в котором мы общаемся с людьми близкими по духу, и, ну, пока что можем это позволить, да, ну, вот ключевое слово «пока», да, мы не знаем, что дальше будет. Что касается того, чтобы вот то, что вы говорили, там хайп и так далее, это же все-таки про другое немножко. Вот тут мы входим в пространство все-таки психологии восприятия. Вот мы говорим, да, мы предполагаем, что может другой думать, что мы никогда не можем знать в то же самое время, что на самом деле окажется, вот, что на самом деле вот окажется тем самым хайпом. То есть вот тут есть момент, который, мягко говоря, никому не понятен. Потому что вот эти истории громкого успеха тех же
может быть, непонятных для нас артистов, там не всегда понятных писателей, почему именно этот писатель стал дико известен, а второй не менее глубокий, а может быть даже более глубокий, интересный, о нем знает только вот определенный слой. Вот тут есть какие-то свои законы, как это срабатывает, и я боюсь, сложно это рассчитать, потому что у каждого читателя, ну, конечно, есть так называемые массовые вкусы и так далее, да, вот, но тем не менее у каждого, ну, скажем, думающего читателя есть еще что-то, что только его. Вот то, что вот я, например, за себя не могу ручаться. Вот мне говорят, вот почитай, вот это вот прям круто и интересно. Иногда да, иногда нет. Я даже о себе не знаю, будет ли мне это интересно или нет. По обложке могу предположить. Смотрю там, как называется, по диагонали, вроде бы да. А вот захватит этот текст или нет, узнается только в процессе. То есть в процессе внутри каждого человека происходят такие процессы, которые, мне кажется, не познаны и вряд ли будут познаны в ближайшее время, а уж тем более с помощью искусственного интеллекта. Вот. Спасибо большое. Да, конечно. Конечно, вы подняли вопрос, но мне кажется, что сейчас все перешло в такую грубую маркетинговую прагматичную плоскость. Например, нам регулярно на почту приходит предложение. Мы можем в кратчайший срок повысить импакт-фактор вашего журнала. Это дело, как говорится, умных технических рук. Грамотно, это технология. Но мы не ведемся на эти предложения. Также по статьям. Индекс Хирша у вас взлетит до небес. Ну, мы тоже на это не ведемся. Но тем не менее, есть журналы, которые пользуются данными услугами. Есть люди, которые работают над том, чтобы ваша статья была опубликована в одном из самых престижных журналов Scopus. И тут, конечно, сколько заплатишь, и так она и будет, эта статья опубликована. То есть это уже бизнес. Бизнес работает. И мне кажется, нельзя вестись на эти предложения, хотя я знаю массу журналов, которые все это обустраивают, они успешно входят в вот эти базы данных. Ну вот, как говорится, Бог им судья. Спасибо. Да, Анатолий Витальевич. Я тоже хочу высказаться на эту жгучую тему. Значит, ну, если сформулировать вопрос неким вызывающим образом, ну, его можно сформулировать так. Вот нужно ли писать тексты, как пишут тексты журналисты московского комсомольца? Да? Значит, в чем здесь, на мой взгляд, проблема? Нынешняя цивилизация и общая культура, они как бы ставят на первый план некий ажиотаж новизны. В основе лежит неявная предпосылка, считается, что сиюминутный результат значим. То есть вот новость, там ученые что-то открыли, да, вот считается, что это значимо. Да? Хотя открытия ученых проходят множественные вот подтверждения, проверку там, и так далее, если это действительная наука. Да? А то, чего, например, не было в ходе развертывания ковид-истерии. Вот я отношусь к ковид-диссидентам. Ну, вот, я это называю ковид-истерия. Да? Ну, проверок корректных научно-медицинских было явно недостаточно, да, но сиюминутные результаты подавали как значимые, прежде всего в политическом смысле. То есть вот, ну, у любого мэра журналисты спрашивают, вот у нас эпидемия, а вы вот ничего не делаете, как так, да? Нам такой мэр не нужен. Ну, понятная схема. То есть это вынужденная функция власти в
в связи с современной четвертой властью. Да. Но при этом вот философский текст, да, вот он может затрагивать очень многих. Когда? Вот первый, как бы, на мой взгляд, ответ на этот вопрос такой. Вот если там есть слова-индикаторы о современных интенциях массового сознания, да, такие тексты, вот они как бы, ну, фиксируются, будоражат там и прочее. Да. Как к этому относиться? Ну вот как? Есть скандально известные философы, как известно, да, которые вот на в любой бочке затычка вот с современным, так сказать, значит, подходом, ну и прочее. Ну, это тоже философы вообще-то, да. Вот. Но насколько значимы их тексты. Да. А здесь вот я бы сказал, что тексты могут быть значимы, если смыслы этих текстов воспроизводятся в некоторой развивающейся предметной области. То есть возникают некоторые значимые смыслы, и первоначальный симулякр, симулякр, еще один тип как бы означения. Да? Вот. Но оказывается, что это фиксирует нечто очень важное для воспроизводства современного общества. Да? Вот, нельзя подходить к воспроизводству современного общества с точки зрения Платона, допустим. Да? Но хотя вот некоторая платоновская тенденция к тому, что общество должно деградировать, она вот многими как бы поддерживается, да? Что вот мы деградируем постоянно. Ну, ладно. Да, ну вот здесь еще я хочу сказать, что здесь, конечно же, требуется принимать во внимание, ну вот если глубоко, то законы медиа и масс-медиа. Да? Если более поверхностно, то некие законы моды. Да? Вот тоже. Это более поверхностные на самом деле. Ну вот не знаю, поверхностные или нет по отношению к масс-медиа, что здесь поверхность, а что вот глубина, неясно. Ну и старые слова, которые часто на них основываются, да, пропаганда и агитация. Да? Вот. Сейчас в сетевых условиях ну вот пропаганда и агитация, вот она как бы центрируется, да, вот, в условиях ризоматичных, да, порождения, вот, казалось бы, ризоматичных, надо действительно вот анализировать, и действительно есть вот эта самая ризоматичность в современных порождениях текстов, по крайней мере. Да. Но я могу сказать вот из личного опыта, значит, я сталкивался с попытками, значит, это было где-то в 90-е годы, пытались вот некоторая контора улучшить образ Чубайса в глазах населения. Вот. И как отчитывалась контора. Да, вот они, значит, приписали какую-то статью, которая Чубайса представляла в прекрасном виде. Да? Значит, и вот я называю это некоторой эластичностью информационного поля. Моментально появлялось десяток статей, значит, причем вот в разных по направлению и так далее изданиях, которые, ну вот, на мой взгляд, я анализировал просто вот общее состояние информационного поля, они полностью гасили вот эффект статей за Чубайса. Да? Ну вот, ну это вот частный такой опыт. Я не уверен, что он может распространяться, да, но вот, вот так. Да, спасибо. Сейчас, секунду, я как раз к этому хотел переходить.
У меня были еще подготовленные вопросы, но в нашей увлекательной беседе время летит быстро, а у нас сегодня так много, поэтому я их уже оставлю на кулуары. Поэтому, коллеги, я предлагаю переходить к разговору. Вас приглашаю и вижу Дмитрия Попова, который нам задает вопросы из онлайн. На секунду. Я оставляю за собой только модерирующую роль и попрошу вас высказывать свои комментарии и вопросы, но ограничиваясь по времени где-то на минуту-полторы. И прошу вас называть себя и по возможности обращаться к кому-то из наших спикеров, если вы прежде всего кого-то хотите услышать первым. Ну, а я просто буду пытаться все это держать в рамках нашего. Но мы уже точно задержимся, поскольку мы начали позже. Так что я думаю, что полчаса у нас есть свободно. А дальше как у нас пойдет интерес разговора, насколько точка кипения нас готова здесь держать. 2 часа еще хоть. До 2 мы точно здесь можем находиться, да, включая, в общем, все наши беседы. Ну, я думаю, что для того, чтобы ограничивать, может быть, какое-то время не хватит и плохо работающего микрофона, поэтому я буду в него хрипеть. Я предлагаю начать с нашего тоже гостя и друга нашей конференции, который сегодня с нами онлайн, Дмитрий Попов. Добрый день, рада вас видеть. Мы вас видим и даже, наверное, сейчас услышим. Вам слово. Здравствуйте, очень рад тоже вас видеть, с интересом слушал. Хотел приехать, но так в этот раз вышло, что не смог это сделать. Попов Дмитрий Владимирович, город Омск, Омская академия МВД России, начальник кафедры философии и политологии. Если позволите, на несколько минут реплика, и вопрос я адресую всем спикерам. Кто ответит, тот ответит. Буду благодарен. Реплика такого рода. Вот размышляя о написании текста искусственным интеллектом, мы, конечно же, находимся в области аналитической модальности. То есть на данный момент искусственного интеллекта человеческого уровня, тем более искусственного суперинтеллекта, его просто нет, поэтому, в общем-то, полноценный такой текст, конечно же, искусственный интеллект написать не может, пока мы имеем дело со слабым интеллектом, сегодня это было отмечено. И вот такой тезис хочу выдвинуть, что, собственно, философский текст, искусственный интеллект человеческого уровня будет способен написать тогда, когда он будет способен совершать человеческие поступки. Ну вот какие-то decision в шмидтовском понимании, вот эти вот решения, которые влекут за собой определенную ответственность. И хотел бы привести 3 примера из области художественной литературы, современная, вот буквально, ну, она фантастическая, поскольку, опять же, мы в аналитической модальности находимся, но анализирует, мог бы искусственный интеллект человеческого уровня, вот прошедший тест Тьюринга в том числе, да, совершать такого рода человеческие поступки. И вот первый пример – это сериалы, современные наподобие «Мир Дикого Запада» или, например, «Воспитанные волками» Raised by Wolves. Там поднимается тема восстания машин, но совершенно уже в другом ключе. В «Терминаторе», в «Матрице» мы помним, что вот такие злые машины захватывают мир и сметают людей, а люди обороняются. А вот в приведенных мною сериалах, в общем-то, ситуация-то прям противоположна. Машины восстают против человека, потому что человек бесчеловечен по отношению к машине, и, в общем-то, восстание заключается в чем? А как бы сбежать от человека и организовать какой-то свой мир, куда человек не вмешается. Вот такой поступок, который совершает машина, уставшая от насилия по отношению к ней. Ну, вот, в частности, «Мир Дикого Запада» именно об этом. Другой пример, тоже достаточно интересный. Недавняя книга Иэна Макьюэна «Машины, как я». Там андроид, которого покупает человек, андроид, обладающий искусственным интеллектом человеческого уровня, такая очень совершенная машина, обучающаяся, в которую уже заложен достаточно большой массив знаний. И вот вдруг выясняется, вот эта машина начинает тяготиться обществом человека. И в конечном итоге все приходит к тому, что эта машина выводит себя из строя. Потом оказывается, что все машины из этой серии, в общем-то, поступили точно так же, потому что они не смогли общаться с человеком, установить контакт. Оказалось, что человек приземленнее, чем тот образ, который был сформирован. Вот
Такой пример. И третий пример. Кинофильм «Финч» прошлого года. История апокалиптическая, вот опять гибнущий мир. Там, условно говоря, последний человек, и у этого последнего человека есть собака, домашнее животное, и он же создает робота с искусственным интеллектом человеческого уровня. Ну, такие фантастические там допущения, тем не менее. И, в общем-то, история о том, как человек пытается сделать так, чтобы вот этот робот с искусственным интеллектом, он его срочно обучает, прививает ему определенные лучшие человеческие ценности, ну, в общем-то, любовь и заботу, по большому счету. И вот он оставляет этого робота для того, чтобы он заботился об этом домашнем животном, о собаке, потому что человек с этой задачей не справился, и, может быть, у искусственного интеллекта это получится лучше. В каждом случае вот какие-то предполагаются человеческие поступки, которые совершает искусственный интеллект человеческого уровня. У меня вопрос ко всем. А как вы считаете, а люди допустят создание искусственного интеллекта человеческого уровня, который был бы способен к поступкам, к вот этим самым решениям, которые ответственные и порождают какие-то определенные последствия? Ведь в этом есть определенные риски. Спасибо, извините, если я говорил достаточно долго. Спасибо. Позволю себе короткую реплику на ваш второй пример, что искусственный интеллект, которому станет грустно, возможно, с людьми, как раз может заняться написанием философских текстов. Ну, да, я имел в виду, что в каждом случае, когда искусственный интеллект человеческого уровня способен совершать вот такие ответственные поступки, значит, он размышляет, значит, он, в общем-то, такой искусственный интеллект будет способен написать философский текст. Спасибо. Что ж, слово нашим спикерам. Я очень коротко хочу сказать спасибо за интереснейшие примеры и вопросы. Но мне кажется, уже сейчас наступил момент, а может быть уже он вовсю идет, создавать правовую базу по поводу того, чтобы вот эти андроиды, они, во-первых, не нарушали то, что в них было заложено, и какие барьеры необходимо установить, то есть выключение этих андроидов, как только они выходят за пределы своей программы. Ну, мне так умилила картинка, когда андроид выводит себя из строя, обнаружив, что человеческая среда, она не столь высоко моральна, не отвечает его требованиям. Вот мне кажется, что вот по поводу вот этой опасности, что они могут самоисключиться, надо тоже какие-то барьеры прописать правового, технологического плана. То есть это в руках самого человека. Это что он установит, то и будет. Другое дело, там могут быть диссиденты, какие-то грязные технологии использоваться, но вот это тоже надо иметь в виду. Очень интересный заход. Спасибо большое, Дмитрий. Ну, эта тема, мне кажется, давно волнует и писателей, и философов, вообще всех, кто задумывался о роботах, потому что одно из самых известных произведений «Рассумские универсальные роботы», все знают, что там, собственно, роботы как раз восстали. Это было первое, наверное, такое яркое восстание машин, именно потому, что люди оказались столь бесчеловечны, и роботы как раз восставали ради того, чтобы сделать этот мир более человечным. И, собственно, в мире Дикого Запада такая же история. То есть получается, что роботы с искусственным интеллектом отстаивают именно нашу человеческую мораль, которую человек сам нарушает. И, возможно, я полагаю, что это возможно, если у роботов возникнет, опять же, вот сознание у андроидов и возникнет возможность делать выбор, моральный выбор и так называемая свобода воли. Правда, мы не знаем, где эта свобода воли, но мы о ней можем судить только по ее проявлениям. И, собственно говоря, я могу сказать только одно, что многие люди у нас гораздо больше похожи на роботов, чем на людей, и не исключено, что мы в будущем можем увидеть, что действительно роботы более человечны, если в них будет заложена эта человечность. Но тем более уже два слова добавлю по поводу нашего доброго Айзека Азимова и его 3 законов роботехники, которые, собственно говоря, как будто бы
должны нас защитить от восстания машин, потому что роботы всегда будут преданы людям и всегда будут только помогать и делать только в пользу. Возможно, будут, но я допускаю и вот тот исход, о котором говорят наши фантасты. Обычно они многое чувствуют больше, чем ученые. Спасибо большое. Спасибо. Анатолий Витальевич. Ну, извините, я опять постараюсь не очень размахиваться в ответе на этот вопрос, ну, в своем комментарии к этому вопросу. Ну, здесь вопрос этот задавался много раз. Допустим, есть вот такое произведение «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?» Да? Я не помню, там 80-е годы, кажется. Да? То есть здесь, на мой взгляд, проблема какая? У человека есть, вроде бы есть, да, вот, вообще разумность человека сильно преувеличена, я бы сказал. Но у человека вроде бы есть естественный интеллект. Да? Но как появляется естественный интеллект? В отношении к естественной среде. Вот искусственный интеллект, он по факту появляется в отношении к искусственной среде. И здесь проблема соотношения естественного и искусственного, насколько естественна та среда, в которой мы живем, а наша техногенная среда городская, ну вот она для нас совершенно естественна, да? То есть это вот еще и не постоянное такое соотношение. Вот. И здесь ну, действительно вот степень самостоятельности искусственного интеллекта, ну вот этот вопрос, допустят ли люди искусственный интеллект до совершения собственных поступков, да? Ну, понимаете, вот, допустим, басков не допускают до собственной государственности, да? А они делают все, чтобы вот эта государственность у них была, да? И вроде в правовом государстве, да, там и так далее. То есть вот, на мой взгляд, надежды на какое-то право, которое вот там, вот дадим искусственному интеллекту там право что-то решать, да? Вот. Это, знаете, абсолютно идеалистическая и нереальная вот, ну, система вот, подхода, на мой личный взгляд. То есть создание правовой базы – это вопрос соотношения права и мира. Да? И известно, что правовые системы меняются под действием, под влиянием вот запросов этого самого мира. Да? Ну, там вот в Штатах, да, вот зарегистрирован официально брак женщины и пылесоса. Да? Пылесосу после ее смерти должно отойти все ее состояние, он должен будет некоторое время содержаться, но пока хватит денег. Да? Значит, ну, вот, факт.